Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. О предпринимателях, деловом климате и перспективах развития малого и среднего бизнеса в республике мы поговорим сегодня с нашей гостьей. Это председатель Якутского регионального отделения «Деловая Россия» Альбина Кычкина. Альбина Егоровна, здравствуйте. Добрый день. Накануне вышло распоряжение главы республики об объявлении процедуры выдвижения кандидатур на должность уполномоченного по правам предпринимателей. И, насколько я знаю, вы на этот конкурс выдвинули свою кандидатуру. Что вас подтолкнуло на это? Смотрите, Иван, будучи председателем регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», я, конечно, сталкиваюсь очень часто с проблемами предпринимателей. Это наша основная задача как общественное объединение – выстраивать вместе диалог с предпринимателями, с властью, обеспечивать благоприятные условия для ведения бизнеса. И мои коллеги-предприниматели неоднократно у меня спрашивали, почему я не выдвигаюсь на эту должность. Видите, деятельность председателя общественного объединения предпринимателей во многом схожа с работой уполномоченного. К нам ежедневно поступают различные предложения, жалобы, обращения предпринимателей по улучшению условий предпринимательской деятельности. И благодаря, я считаю, моему многолетнему опыту предпринимателя, активной общественной позиции, я являюсь членом Координационного совета при главе Республики Саха-Якутия по предпринимательству, при главе города Якутска тоже по предпринимательству, членом Координационной комиссии по улучшению инвестиционного климата в регионе, членом Общественной палаты города Якутска, и так далее. Да? А также я являюсь предпринимателем в сфере IT области. И я считаю, что я вполне могу позволить себе взять такую ответственность за защиту прав и законных интересов предпринимателей. Ну и все-таки, на ваш взгляд, в чем основная суть уполномоченного по защите прав предпринимателей? Вообще деятельность уполномоченного регламентируется федеральным законом об уполномоченном Российской Федерации и законом Республики Саха-Якутия об уполномоченном. Вообще этот институт появился в 2012 году, и этот институт был обусловлен необходимостью решения проблем предпринимателей в части нарушений прав, в части защиты законных интересов, административного давления, коррупции должностных лиц, вынесения неправомерных нормативных актов, которые ухудшают ситуацию делового климата в регионе. И это человек, который должен и призван защищать права предпринимателей в первую очередь. И вся его работа строится вокруг обеспечения защиты и контроля, соблюдения прав и законных интересов предпринимателей. А какие цели и задачи вы, может быть, себе уже поставили и уже реализуете по защите прав бизнес-сообщества нашей республики? Конечно, я уже себе цели поставила, задачи поставила. В первую очередь я считаю, что консолидация усилий уполномоченного с федеральными, региональными органами исполнительной власти, точнее с общественными структурами при федеральных, региональных органах исполнительной власти, также с общественными структурами при правоохранительных и контрольных органах, консолидация с общественными объединениями предпринимателей, которые ведут свою деятельность в сфере защиты прав и законных интересов предпринимателей. Это одна из основных задач уполномоченного. Также мы прекрасно знаем, наша республика характерна труднодоступными территориями, неразвитым интернетом. Все это обуславливает такую слабую осведомленность предпринимателей о своих правах, в части этой юридической грамотности и финансовой грамотности. Так что я считаю, что объемная методическая работа по повышению квалификации в этой части финансово-юридической, правовой, и также проведение различных форумов, конференций, семинаров, работа, личные консультации уполномоченного, мониторинг настроения,
это основные приоритетные задачи уполномоченного. Я планирую уже в начале своей деятельности выезжать в районы, в улусы нашей республики, чтобы ознакомиться с системными проблемами и наладить обратную связь, сделать уполномоченного наиболее доступным для всех субъектов предпринимательской деятельности. На федеральном уровне предпринимается очень много, скажем так, действий для послабления надзорной какой-то деятельности над малым и средним бизнесом. Даже Владимир Путин в свое время призвал не кошмарить, скажем так, предпринимателей. Можно ли говорить о том, что сейчас в республике у нас сохраняется административное давление на предпринимателей? Действительно, это не только на федеральном уровне, но еще на нашем региональном уровне тоже проводится очень большая работа по привлечению общественности, предпринимательской общественности к решению проблем предпринимателей. Сейчас у нас предприниматели уже отходят от отвлеченного контроля, они напрямую включаются в государственную политику решения проблем. Вот, например, в первом полугодии 2019 года уже можно констатировать снижение плановых проверок, снижение. У нас на сегодняшний день снизились виды регионального контроля. Если раньше было 25, то сегодня 19 видов регионального контроля. Тем не менее, остаются проблемы практически во всех сферах взаимодействия предпринимателей с государственной властью. Это, например, когда вот при общем снижении числа проверок, все-таки количество административных наказаний и их сумма штрафов все-таки продолжает расти. Также и, например, если в первом полугодии 2019 года было проведено 1769 проверок, то 80 проверок составили внеплановые проверки. Ну, основная масса проверок же все равно по заявлениям проводится, правильно? Внеплановые проверки по заявлениям. А плановые уже согласно графику. Да. Но если все-таки вы станете уполномоченным по правам защиты прав предпринимателей, какие действия ваши будут первые по снижению, скажем так, вот этого административного давления? Что здесь можно вообще, можно ли что-то здесь сделать? Конечно, можно сделать. Необходимо, вот как я уже сказала, работать с общественностью. Нельзя упускать здесь такой действенный механизм, как личные обращения предпринимателей, контроль, работа с общественностью. И в том числе вот такой механизм наиболее действенный – это, конечно, обращение в суд с заявлением уполномоченного. Консолидация в данном случае с общественными структурами при органах контроля – это тоже наиболее действенный способ. На чем может строиться основная защита прав все-таки предпринимателя? Основная защита, конечно, это суд. Точнее, не доводя до суда. Если не говорить про то, что не доводя до суда, то это правовая грамотность предпринимателей, это возможность выстроить диалог, возможность реализовать права, защиту интересов предпринимателя, конечно, не доводя до суда. Вот вы сказали о том, что очень много вы с предпринимателями общаетесь, очень много поступает обращений. Если говорить о проблемах, то какие из них чаще всего встречаются, с чем чаще всего сталкиваются предприниматели в нашей республике? Например, у нас внедрен в действие 115-й закон, федеральный закон, о котором сейчас многие предприниматели столкнулись с этими проблемами, потому что банки необоснованно или неправомерно могут закрывать счета, блокировать операции по счету, могут приостановить или, наоборот, не открывать расчетный счет в связи с тем, что может быть нарушение или непонятная история происхождения денежных средств. В данном случае предприниматели считают, что действия закона не дают
не регламентирует порядок банков по обеспечению прозрачности схемы. Очень много там человеческих факторов. Предприниматели отмечают, что банки могут самостоятельно принимать решения. Вот в связи с этим, например, у нас в Деловой России разработан кейс, каким образом необходимо взаимодействовать с банками. Здесь же такой еще случай, что, например, если индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения, он не обязан вести учет полноценный, он должен вести только учет доходов. Но, тем не менее, банки могут истребовать все подтверждающие документы. Это акты, накладные, договоры и так далее. Ну вот из вашей практики какой самый, скажем так, случай был наиболее интересным с точки зрения поддержки предпринимателя, когда удалось отстоять и права, и вернуть, скажем так, все на круги своя? Я скажу, что наиболее интересным и самым значимым на сегодняшний день для наших предпринимателей в прошлом году, в начале этого года, была инициатива нашего предпринимательского сообщества о продлении на 5-летний срок действия упрощенной системы налогообложения. На сегодняшний день объект налогообложения доходы минус расходы снижен на 10%, для определенной отрасли на 5%, и также действие этого же налога с объектом доходы для некоторых территорий снижен до 3%. Ваш основной посыл нашим бизнесменам? Вовлекайтесь в государственную политику, давайте вместе общаться, выстраивать диалог, давайте вместе работать на благо нашего региона, на благо развития конкурентоспособности наших товаропроизводителей, создания благоприятной конкурентной среды в экономике нашего региона. Альбина Егоровна, я благодарю вас за беседу, спасибо, что ответили на наши вопросы. Я желаю вам удачи и успехов в ваших делах. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях была председатель Якутского регионального отделения «Деловая Россия» Альбина Кычкина. До встречи в эфире.